Наше политическое поле уже давно не пахано. На нем затерялись боковые линии, а потому на офсайды уже никто не обращает внимания. А хотелось бы. Хочется и конкуренции тактик на игровом поле, и разнообразия команд. Но для этого надо сформировать хотя бы юношескую лигу, а то наши юниоры уже давно стали игроками-переростками. Салям алейкум. Пусть вас не смущает мое сегодняшнее одиночество в кадре. Этот выпуск Меркеза мы посвящаем самим себе и немного вам, нашим зрителям. Не то чтобы мы сегодня подводим итоги, но мне есть таки что сказать вам за нас, за крымских татар. Зачем нужен был Меркез и на кого вы работаете? Такие вопросы нам задавали некоторые наши зрители. Я не буду разбираться в мотивах и подтекстах таких формулировок, но точно еще раз напомню, зачем. Когда общество не чувствует себя в безопасности, оно замыкается в себе. Не доверяет ни тем, кто за пределами этноареала, ни тем, кто внутри большой этнической семьи. В таких обществах любой публичный разговор кажется неуместным, провокационным и несущим угрозу устоявшемуся образу жизни. Вообще цепляться за социальные привычки, причем выработанные вне самых здоровых ситуациях, становится не столько правилом, сколько законом для выживающих сообществ. Вы уловили главное? Выживающих. Очень интересно услышать ваше мнение, да, по поводу того, насколько это здраво, когда народ на протяжении стольких лет ставит за цель выживание. Да, то есть я очень много беру из экономических каких-то понятий, да, там ни один бизнес не сможет там преодолеть какой-то рубеж, если он ставит, да, за цель просто оставаться на рынке. Да, там, если человек зарабатывает 15 тысяч рублей, то о его каком-то развитии говорить очень тяжело, да, потому что он вот на грани выживания. Да, и вот мы как народ, какие мы имеем перспективы, если, я полностью согласен, у нас цель выживать, да. Если у нас до сих пор выживают национальные классы, выживают национальные школы, выживают, да, любые средства массовой информации, детские журналы, выживают наши смыслы, да. Я вам скажу так, но перейти на следующий уровень эффективности, да, если опять-таки применять экономическую терминологию, я тоже хотела сказать. Всегда сложно, если ты ставишь себе задачу просто быть и занять некую, присутствовать в нише, скажем так. Мне кажется, то, что у нас это уже отражается в головах. Да, вы знаете, мне тут, знаете, что кажется? Тут же важно выжить. Можно выживать физически, а можно выживать интеллектуально. Вот я имел в виду вот как раз-таки и мне кажется, что сейчас мы выживаем интеллектуально. Вам всем кажется, что, держась за прошлое, мы точно выживем и справимся со всеми вызовами. Увы, я вас вынужден разочаровать. Выживут те, кто точно понимает, куда куда движется мир. Да, несмотря на всю неоднозначность тезиса в настоящий момент, история выносит на пьедестал тех, кто создает обстоятельства, а не тех, кто им подчиняется. И вот тут нужно остановиться, а то знаю я вас. Опять будете в претензии ко мне, мол, без прошлого нет будущего. Так-то оно так. Вот только из сандыха нужно доставать не только мифы, которые как пауэрбанк подпитывают былую доблесть и честь, а важнее вспомнить про инструменты, которые позволяли крымско-татарскому обществу быть самодостаточным. А еще в этом сандыхе точно есть правила, писанные и неписанные, которые регулировали жизнь нашего общества, определяли обязанности и ответственность. Как бы вы оценили крымско-татарское прошлое? Как оно видится глазами вашего поколения? Прошлое полное трагичных событий и в то же время расцвета и взлета. Но у нашего народа есть такая тенденция идеализировать прошлое, ставить его во главе угла. И очень часто мы можем говорить о предках, считая их какими-то идеальными, о своих победах, как о вечных победах, как будто бы вот они навсегда, и вот мы должны ими только гордиться и о них говорить. Хотя на самом деле мы должны сейчас создавать свои новые победы, достигать этих высот. Это один из моих любимых выпусков, потому что здесь очевидна разница поколений. А еще это поколение тех, кто уже не довольствуется победами предков. Надеюсь, мы увидим и их победы. Да, конечно, не стоит абсолютизировать. Есть и те, кто живет по формуле 3Т. Тачки, телочки, тусовки. Кстати, эта формула не моя выдумка. Это характеристика уехавшей молодежи, оставшимся. Точнее, того круга интересов, которым ограничивается немаленькая часть этой самой молодежи.
Оценка, конечно, субъективная, но есть на что обратить внимание. Нас снова разделяют расстояние, мы снова расстаемся с родными и родиной. И однажды те, кто вернется, и те, кто не уезжал, могут оказаться очень разными. И мы потратим много сил и времени, чтобы снова научиться понимать друг друга. Вот в том числе и для этого мы делаем Миркез. Почему уезжают? Вот потому что вот эту функцию развития не получается в полной мере выполнить. Вот, поэтому вот уезжают. Мы вот то поколение, которое осталось между этими вершинами, и наша задача, наше понимание Родины, наверное, более, оно, скажем так, уже не в формате боли, а в формате созидания, сохранения. Сохранить для детей. Еще одна тема, в которой мы пытались разобраться, и я бы ее назвала «декларируемая любовь к родине». Наши родители знали, почему они возвращались на родину, чаще всего потому, что воплощали мечту своих родителей. Для тех, кого депортировали в 1944-м, Крым был домом, который они потеряли. Для поколения 50-х и 60-х возвращение было восстановлением исторической справедливости. А чем является Крым для вас, выросших и родившихся здесь? Не задумывались? Родина – это, опять-таки, это Крым. Даже если мы родились где-то в Америке, в Канаде, в Средней Азии, в Китае, все равно мы знаем про Крым чуть ли не с молодых ногтей. Что для вас Родина? Этим вопросом я мучила почти всех своих гостей и получала разные варианты ответов. Например, вот такой. Родина – это. Для меня Родина – это моя мама, моя бабушка. Это то отношение к Крыму, которое передается с молоком матери, с рассказами с утра до вечера моей бабушки о Крыме, об Арпате, о море. Это своеобразное отношение именно к этой земле. Было и такое мнение. Родина – это. Я не знаю, как будет наш оператор бегать между вами. Но... Родина – это Ватан. Ты просто перевел? Да. Или, может быть, вот такой. Милетом яшаган ера, ивам курулган ера, ве төлімде лаф еткен лера. Почти все ответы наших прекрасных гостей немного романтизированы и персонифицированы. То есть завязаны на эмоции и чувствах к конкретному человеку. Матери, бабушки, отца, деда. Уверена, если бы мы провели опрос на улице, мы получили бы похожие ответы. И это ок, потому что с Родиной точно должна быть связь. А проводниками этих чувств, конечно же, являются наши близкие люди, любимые и родные места. Именно поэтому нас триггерит при виде фоток Заланкоя, сторис из Судака и Ахмеджита. И все же давайте внесем ясность. Я не оцениваю сейчас содержание. Здесь точно не может быть правильных ответов или неправильных ответов. Это то, что мы чувствуем. Это тот уровень наших взаимоотношений с Родиной, который мы можем себе позволить. И абсолютно нормально, что мы связаны с ней в первую очередь эмоционально. Но ведь эмоции можно увозить с собой. Может быть, поэтому в нашем наборе возможных действий всегда есть место опции «уехать». Нет, каждый раз, когда я говорю про «уехать», я точно не оцениваю чей-то выбор. И точно знаю, как нелегко даются эти решения. И каждый уехавший смотрит на мир сквозь крымские очки. И точно знает, как сводит скулы от тоски. Эта земля делает с нами что-то невообразимое, связывает нас крепко и не отпускает никогда. Идем дальше. Если с Крымом, точнее с нашим отношением к родине в контексте земли все понятно, тянет, то вот что у нас с людьми, не все понятно.
я бы назвала бы вот это стремление сохранить свою родину, где бы ты ни был. Ну, то, что в период ссылки, это все уже знают, да, это стихи Буджуровой. Скажите, пожалуйста, в какой, вот, например, ну, может быть, не помнит Мухаммед Бей, но мы-то помним, в какой крымско-татарской семье не выписывали Ленин Байрак газетасын? Практически везде. Практически везде. То есть народ пытался сохранить вот этот кусочек Крыма там, где он живет. Давайте я объясню подробнее. Есть у меня гипотеза. А наша формула Родины состоит из двух переменных. Земли, собственно, полуострова, и людей, крымских татар. Когда Крым для нас был под запретом, и Родина в ее физическом смысле для нас была недоступна, эти недостающие фрагменты идентичности мы компенсировали солидарностью и брликом. То есть люди, носители крымско-татарской памяти, старались быть ближе, чтобы сохранить эту атмосферу Крыма, атмосферу дома, поэтому находили своих и тянулись друг к другу. Узбекистанда без более олмадах, безде брлик вареди, харымда халкымыз бозолду. Сакраментальная фраза уже поствозвращенческих рефлексий. Нет, в этом смысле мы не поломались и не испортились, просто мы вернулись, и потребность друг в друге в разы сократилась. Ровно до момента возникновения новых угроз. Как мы можем носить имя мертвого племени? Кто такие крымлы, кто такие крымцы? Да, кстати, до конца необговоренными у нас остались вопросы идентичности. Точнее, мы еще не начинали. Хрымлы или крымские татары. Все то, что у нас происходило публично, дискуссии назвать сложно. Это были батлы. Бомбило буквально всех. Не сайгы, не урмет халмады. Для меня в этой теме акценты расставлены несколько иначе. Я бы обращала внимание на время и обстоятельства возникновения этих перманентных споров. И что в этой истории нас триггерит. Да, вероятно, здесь и отголоски колониальной истории, и многих других слагающих нашего непростого настоящего и прошлого. Но я бы все-таки эти непроговоренные нами сюжеты отнесла к драме под названием «Крымско-татарская идентичность». Я ж не просто так всегда задаю эти вопросы. Для меня важно понимать момент, да, почему именно сейчас. Мне кажется, вот это вот осевое время, которое мы с вами сейчас переживаем, оно запрашивает дискуссию, внутреннюю мировоззренческую дискуссию. И те дискуссии, которые мы себе сейчас позволить не можем, мы замещаем вот этими вот спорами о том, о чем говорить можно. Мне кажется, что вот как раз спор об этнониме, который сейчас разгорается все больше и больше, это вот как раз та история, когда у общества есть запрос на понимание, кто мы, на запрос на видение какое-то будущего, запрос на многие-многие вопросы, которые для нас остались нерешенными, и мы их, эти дискуссии, заменяем вот тем, чем мы можем заменить. Мы потихоньку разбираемся с тем, кто мы и откуда. Вплетаем этот уникальный этнический узор в наше политико-бытовое пространство. Легитимизируем его для себя и понемногу приучаем окружающих. По крайней мере, тех, кто готов уходить от застарелых, пропавших нафталином стереотипов. Мы сами внутри себя, мы как бы относительно самодостаточны. Нам именно не хватает, как бы, знаете, понимания того, что, или мы живем с чувством того, что мир нас, к сожалению, не вполне понимает, или какая-то часть его. Вот здесь я немного не согласна с Бекир Ага. Я сомневаюсь в нашей самодостаточности, если нам нужны апелляции к миру, если нам нужно его понимание. Совершенно точно, что вот эта потребность родом из нашей колониальной истории. Нам надо отвыкать озираться на кого-то. Это не первый случай, когда я не согласна с нашими гостями, даже с теми, с кем нравится делиться мыслями. Без обид, видимо, это поколенческая разница. Вот эти ваши слова у меня вызывают почему-то сопротивление. И это прекрасно. Вообще есть выпуски, по которым можно замерять среднюю температуру по палате. В том смысле, что ваши реакции на них являются маркером ваших ценностных ориентаций для меня. Когда Харадинис Продакшн предложил мне заняться проектом, вероятно, не предполагали, что дают мне в руки еще один инструмент для исследования. Но вернемся к нашим интересам. Вот этот выпуск и вот этот для меня являются подтверждением, что вы ищете содержательных разговоров. Вам точно откликаются честные социальные оценки. Вы ждете справедливости и ответов на вопрос «а что дальше?». Да, от лозунгов и непривязанных к местности идей уже все порядком подустали. Многие ищут пищу для ума и смыслов для размышлений. Имперскость, которая существует в Крыму, она всегда подавляла наш народ.
Так вот, если историческая справедливость, они тоже хотят как бы прийти к исторической справедливости, нужно посмотреть, почему в Шотландии, например, нет памятника Эдуарду Длинноногому, завоевателю Шотландии. Почему его вообще нет в Англии, в Британии? А почему стоит памятник здесь? Для нас, в принципе, очень неприятный. Фактически памятник нашему завоевателю. Так вот, историческая справедливость для нашего народа – это комплекс вопросов, начиная от топонимики, кончая восстановлением истории. Нашего библиотечного фонда, который был сожжен фактически. Уничтожен. Сожжен. Не так публично, как в Нюрнберге, но сожжен в котельных. Вообще тема справедливости для нашего зрителя, судя по откликам, весьма актуальна. Наверное, потому что с ней редко пересекаются в жизни. Конечно, наша справедливость – это еще не до конца оформленный продукт. Мы пока сами не представляем ее конфигурацию и содержание. Она пока номинальна для нас и кажется нам идеальной только в ее политических формах. Но ведь этого недостаточно. Что же касается борьбы за правду и справедливость, такой, какой она была у старшего поколения, эта тема снова становится актуальной. Точнее, она не переставала быть актуальной. Где бы мы ни были, мы будем бороться за свое право жить в Крыму в безопасности и согласии со своими ценностями, как коренной народ полуострова. Что же касается неудовлетворенного запроса на справедливость, то это, конечно, наша боль. Рана, которая не может никак затянуться, а лекарство от нее только одно – возможность реализовать свое право на самоопределение так, как это видит большинство, и не номинально. Фальшью и фасадностью мы здесь никого обмануть не сможем. И в первую очередь себя. Нам, конечно, еще нужно разбираться с вопросами, а что из себя представляет, например, крымско-татарское мировоззрение. Эти разговоры мы всегда откладываем на потом, захлебываясь в текущей повестке, а потом посыпаем голову пеплом, теряясь в догадках по поводу социально-исторических неудач и тактических проигрышей. Для меня лично крымско-татарскость, придумали же вы термином, который язык можно сломать, это вот неразделимая связь со своим народом и со своей землей. В этой связи много-много-много ниточек, которые нас объединяют. Еще я думаю, что крымско-татарскость – это такое крымско-татарское мировоззрение. А что в содержании этого мировоззрения? Мы как-то вот все время абстрактно об этом Я думаю, говорим. что составляющая этого мировоззрения такова. Благодаря историческим коллизиям крымские татары выработали в себе, как в этносе, какое-то беспримерное терпение ради сохранения народа. И это не просто терпение, это такое горделивое терпение. Вот тут не надо реагировать на крымско-татарскость как на самоназвание. Это всего лишь условное обозначение универсальных характеристик нас. Обсуждать надо не этноним, а гордость, репутацию, честь, что в них для нас главное. Вы спросите, почему для нас это важно? Или еще круче, кому нужна эта философия? А я вам отвечу. Когда вы не доверяете правилам, написанным не вами, законам, столетиями вытравливающим все крымско-татарское, у вас обязательно должны быть свои нормы, сохраняющие внутри общества баланс прав и ответственности. А иначе деградация. Конечно, наше политическое поле уже давно не пахано. На нем затерялись боковые линии, а потому на офсайды уже никто не обращает внимания. А хотелось бы. Хочется и конкуренции тактик на игровом поле, и разнообразия команд. Но для этого надо сформировать хотя бы юношескую лигу, а то наши юниоры уже давно стали игроками-переростками. Политическое многообразие, наличие права на другое мнение является признаком зрелости общества. Если мы хотим быть современным, европейским, развитым обществом, мы должны для себя принять как данность. В нашем народе не должно быть цензуры, в нашем народе не должно быть безусловное право на истину в последней инстанции у какой-то силы, у какого-то политика. Это все, такая вот система ведет народ, не знаю, в стадо.
превращает народ в племя, которое нуждается в вожде, которое нуждается в лидере, которое нуждается в беспрекословном подчинении какому-то назначенному извне или выросшему внутри народа конкретному политику. Специфика крымско-татарской политической коммуникации состоит в том, что в нашем вокабуляре слово «оппозиция» почему-то звучит как предательство. Хотя в классическом смысле у нас нет ни власти, ни оппонентов ей. Насколько мы едины в наших представлениях о прошлом, настоящем и будущем, это очень интересный, хороший вопрос. Я бы сказала, что мы довольно едины в наших нарративах о прошлом. Мы четко выделяем события прошлого, которые стали поворотными в нашей коллективной судьбе, и, в принципе, даем им более-менее однозначные одинаковые оценки. Но вот этого нельзя сказать относительно нашего восприятия настоящего. Наше настоящее, вот то, которое наступило после 2014 года, нас развело по разные стороны. И почему так получилось? В силу разных факторов, объективных и субъективных. Я думаю, что мы еще много будем потом говорить об этом периоде и пытаться разобраться, что же двигало людьми, где это были амбиции, где была боязнь потерять достигнутое ранее, где какое-то искреннее желание выжить и развиваться, а где банальная глупость, незнание истории, неумение думать. В любом случае у нас сейчас довольно разные представления и оценки о нашем настоящем, которые мы в том числе переносим и на наши представления о будущем. И после этих наших слов обязательно должен начаться легендарный татаросрач. Ну уж простите за эту дефиницию, обозначающую специфику и содержательность наших дискуссий. Опять же, это все потому, что мы не доверяем друг другу, мы не верим и даже не пробовали научиться жить по-другому. По сути, если посмотреть на народ, мы всегда в какой-то оппозиции. Иногда даже в оппозиции к самим себе, что порой очень удивляет. Да. Конечно же, я не могу обойти стороной мои нежные, теплые отношения со зрителем. Я в восторге от сердечек и огонечков. А от некоторых комментов вообще холод по спине. Вот от таких, например. Дословно. С нее лепят нового лидера, похоже. Давайте на секундочку отбросим мои амбиции. Речь здесь точно не о них, а поговорим о критериях, по которым вы определяете лидерство. Вам правда достаточно примелькавшегося лица? То есть крымско-татарский лидер – это немного публичности, пусть пара слаженных фраз. И вы этим удовлетворитесь? Вы не хотите требовать большего от тех, кто претендует на право представлять вас? Может быть, поэтому у нас так часто стали меняться лица, а суть нет. Хотя, если некоторая часть нашего общества живет по формуле 3Т, то чему тут удивляться? Вы думаете, все, мне больше нечего сказать за лидерство? Вот это слово «лепите». В нем столько объектности. То есть вам можно навязать любого. И вы его послушно примете, да? Давайте уже обходиться без конспирологии, без вот этих вот простых решений. Пора засучивать рукава и брать на себя ответственность, а не ждать, когда вам кого-то из чего-то слепят. Я, конечно, идеалистка и романтик, но хочется рациональных инструментов формирования и ротации элит. В нашем обществе давно назрела необходимость честного разговора про лидерство. Но, видимо, придется отложить до лучших времен. Когда ты лично своим вот лицом делаешь контент, это и сложно, и тяжело, и очень много всяких последствий, потому что, кому-то ты не нравишься, кому-то не нравятся твои слова, кому-то что-то, куда-то зачем-то. Личный фактор личного, да. Личное. То есть твой контент вдруг приобретает личный оттенок, а это большая проблема недумающих людей. Я новичок в медиатусовке, но мне сказали, что переход на личности в этом деле – это почти всегда про успех. Но ведь это можно сделать качественно, приложить усилия, тогда и уважать начинаешь чью-то критику и сторонний взгляд. Если вы уж взялись выражать свое мнение, делайте это качественно, а не просто шлепайте пальцами по клавиатуре. Можно попробовать делать это вот так. Селям алейкум, это Merhaba eylerim, bu yazma. İşte Ленора Ханым Дюльбер.
сәсешінас, этносәяси жайраннан бұлғара ве соңғы вақытлары ең мешһур Меркез деген яйынның алып барычасы. Не güzel. Аслы Ленора ханым бірде-бір сайлауда өз намзетini теклif етсе, бірден өз рейімні ona берер едім. Османбей, ишіңіз девамлы болсын. Ну и, наконец, главная крымско-татарская тема. Почему не на крымско-татарском языке? Меркез Крым-татарджа лаф етіп башлай жағыны оқадар беклесіңіз, санки о бутун бізім тел проблемаларыны чезеджек. Чтобы умножить на 0 то, что человек говорит, достаточно сказать, что он говорит не на татарском языке. Понимаете? То есть, если у тебя есть претензии к человеку, ты говоришь, ну что ж ты, вражина-то такой. Это первая претензия. Смотри, я считаю, что важно и то, на чем мы говорим, и то, что мы говорим. Понимаешь? Смысл должен быть в обоих языках. И если мы сегодня говорим о том, что ты говоришь, да, допустим, все должно быть на крымско-татарском, я не против, я в этом направлении двигаюсь. Не для того, чтобы там успокоить тебя или кого-то. Я сам это понимаю. Но я также понимаю, что есть понятие аудитории. Мен охадар кескин лафлары соли меджим, амма, мне кажется, в этом вопросе мы находимся в какой-то логической ловушке. Мы хотим идти по примеру некоторых государств постсоветского пространства, где в обществе появился консенсус и понимание необходимости перехода на родной язык. Понимаете, в чем разница? Перехода. Нам переход не поможет. У нас он просто невозможен. У нас один путь – изучение с нуля. Давайте уже честно признаваться себе, что большая часть крымских татар не владеет родным языком и не знает его уже даже на уровне понимания. Вы говорите в своей семье на родном – браво! Теперь научите своих соседей. Научили одних – учите вторых соседей. Мотивируйте их. Не надо на нас перекладывать свою ответственность. Давайте вместе решать эту проблему. Мы создаем крымско-татарский контекст, а вы помогаете нам довести его до совершенства. И тогда нам будет для кого говорить и с кем говорить на родном. Все? Йох, да, сөйлeyecek şeylerim var. Hem til, hem de лидерство ханда. Мы часто знанием языка подменяем все остальные требования к любой нашей публичности. Знакомая фраза «Бахынс нас нахалы, намуслы бала, хрым-татарджа нас лаф эте, халпахнен де гизей». Я, конечно, утрирую, но в своей практике наблюдений видела уже столько историй, когда не намусы халды, не ахалфикир, тек башнус не халпагы халды. И вы знаете, будет очень обидно, если пустоту и бесчестие будут прикрывать знанием языка. Вы, кстати, заметили, что много говорила про халпах и ничего про фес? Феминизм – это против мужчин? Общество, когда задумывается о равноправии, о равных правах мужчины и женщины, становится на самом деле демократическим. А не говорила, потому что феминитивами, иногда прорывающимися в наш дискурс, не заменить исключение женщин из социальных процессов, а точнее фасадности и условности ее присутствия в этих вопросах. И тут снова не про амбиции, а про традиции, в том числе исламские, гарантирующие право участия и определяющие особое место женщины в обществе. Но, видимо, советские годы даром не прошли. Эти хромые социальные роли намертво вжились в наши отношения. Но, ханымлар, давайте будем честными. Сначала вы делаете вид, что он главный, а сами тянете лямку. Потом удивляйтесь, откуда столько несамостоятельных и не готовых к браку парней, а потом и инфантильных мужчин. Справедливости ради скажем, что не всегда так и не у всех, но закономерность прослеживается. В этой теме отдельный привет тем нашим зрителям, кому в озвученных мной демографических рисках и их последствий для нашего общества что-то привиделось. Давайте каждый будет заниматься своим делом. Мое – предупреждать о тенденциях. Я думаю, что сейчас у нас есть ряд важных вопросов, на которые мы должны себе ответить. Кто я? Какой я? Каковы мои ценности? Каковы мои цели? Я замечаю, что людям очень сложно даются ответы на эти вопросы. Они часто ничего не знают про себя. И начать нужно с этого. Когда мы ответим себе на эти вопросы, у нас как минимум будет понимание того, кто мы, какие мы. Это вопросы в том числе и идентичности, ведь это мостики с тем, что как я ощущаю себя крымским татарином, по каким критериям я понимаю, что я отношусь к этому народу, что я разделяю какие-то вещи с ним. И я думаю, что
как минимум сейчас нам нужно начать с ответов на эти вопросы. А дальше это будет как такая красная ниточка, которая тянется, и мы наконец-то сможем из этой нити связать что-то цельное для себя и наше понимание будущего в том числе. Нам критически важно думать про будущее. Более того, нам важно думать о нем с учетом всех сегодняшних рисков. Еще важнее моделировать его самим, иначе наши дети и внуки снова будут играть по чужим правилам. Нам пора выходить из спячки, говорить на неудобные темы, не забывая при этом о достоинстве и чести. Мы, команда Меркеза, точно работали на вас. Нам важно было говорить о том, о чем вы часто молчали, но точно думали. Гуруш Кенджи.